Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об отеке мозга у детей. Для того, чтобы узнать, какова осведомленность родителей об отеке мозга, мы провели опрос. Знаете ли вы, что такое отек мозга? Это накопление жидкости в мозге. Не знаю. Да, когда мозг отекает. Нет. Заболевание? Нет. Это скопление жидкости в мозге, говорит. Воспаление. В первую очередь жидкость скапливается. Нет. Как помочь ребенку при отеке мозга? Наверное, вызвать скорую помощь. Не знаю, обратиться в первую очередь к врачу. Нужно обратиться к врачу. В первую очередь обратиться к специалистам, к врачу. В результате опроса мы выяснили, что некоторые родители даже не знают, что такое отек мозга. Поэтому мы прямо сейчас расскажем вам об этом состоянии. Отек мозга – это не самостоятельное заболевание. Это патологический процесс, проявляющийся увеличением объема мозга вследствие избыточного накопления жидкости в клетках головного мозга. Группой высокого риска по развитию отека головного мозга являются дети от 6 месяцев до 2 лет, особенно страдающие неврологической патологией. Отек мозга может быть локальным, то есть ограниченным определенной областью, окружающей патологическое образование в тканях мозга – абсцесс, опухоль, гематому, кисту. Также отек мозга может быть генерализованным, распространенным на весь мозг. Этот вид отека развивается при непосредственном повреждении головного мозга, инфекционных поражениях головного мозга, при черепно-мозговой травме, при сотрясении и ушибе мозга. Развитие генерализованного отека мозга может быть обусловлено также различными заболеваниями и неотложными состояниями. Это сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия, тяжелое течение сахарного диабета, тяжелые аллергические реакции, отравление медикаментозными препаратами, химическими ядами и газами, ожоги, тепловой удар, удушье, утопление. А у детей это прежде всего острые инфекционные заболевания – грипп, менингит, в том числе тяжело протекающие детские инфекции, эпидемический паротит, корь, скарлатина, ветряная оспа, стеноз гортани при остром ларинготрахеите, заболевания, сопровождающиеся судорожным синдромом и гипертермическим синдромом, то есть очень высокой температурой. О возникновении отека мозга нужно думать при любой неясной потере сознания, судорогах, гипертермическом синдроме, то есть при очень высокой температуре тела, особенно на фоне какого-либо заболевания. Признаками отека мозга являются головная боль, сонливость и вялость, иногда сменяющиеся психомоторным возбуждением. Постепенно нарастает угнетение сознания и появляются тошнота и рвота. Быстрое увеличение внутричерепного давления вызывает распирающую головную боль, повторную рвоту, расстройство движения глазных яблок. Отек головного мозга у детей до года, если не закрыты роднички, приводит к увеличению окружности головы, а после закрытия родничков – к их раскрытию за счет смещения костей. Наиболее грозными симптомами являются кома различной степени, гипертермия, то есть подъем температуры до 40 и более градусов, которая не поддается снижению при применении жаропонижающих и сосудорасширяющих препаратов. Возникают разная величина зрачков и отсутствие их реакции на свет, косоглазие, плавающие глазные яблоки, нарушение сердечного ритма с тенденцией к уменьшению частоты сердечных сокращений, отсутствие болевых рефлексов. Частота и глубина дыхания вначале увеличивается, нарушается ритм дыхания с последующей его остановкой и прекращением сердечной деятельности. Эти симптомы связаны с развитием дислокационного синдрома, то есть смещением структур мозга относительно друг друга. Дело в том, что мозг не занимает всего объема черепа. Между мозгом и мягкой мозговой оболочкой имеется пространство. При увеличении давления в определенной зоне мозга и черепа происходят процессы смещения мозговых структур.
Это приводит к ущемлению, сдавливанию продолговатого мозга, отвечающего за процессы терморегуляции, дыхания, функционирования сердечно-сосудистой системы. Ущемление представляет выпячивание, которое сопровождается прекращением кровотока за счет сдавления сосудов. При этом возникает расстройство мозгового кровообращения, неизбежно приводящее к кислородному голоданию и еще большему усилению отека мозга. Таким образом, замыкается порочный круг, который приводит к прогрессированию сдавления ствола мозга, вклинению и ущемлению его в большом затылочном отверстии. Самый тяжелый симптом при ущемлении – это внезапная остановка дыхания и, как следствие, смерть больного. Дислокация, то есть смещение структур головного мозга, достаточно опасное состояние, которое представляет реальную угрозу для жизни больного. В зависимости от выраженности симптомов, локализации отека, времени и эффективности лечения, а также от возраста ребенка, последствия отека мозга могут быть как невыраженными, так и приводить к инвалидизации и потере здоровья. К незначительным последствиям относят временную возбудимость, раздражительность, астеничность. У ребенка даже после выздоровления может проявляться неврологическая симптоматика. Некоторая задержка психомоторного развития, нарушение сна, головные боли, укачивание в машине, острая реакция на духоту, шум, яркий свет, резкие запахи и иные раздражители, частые срыгивания. К более тяжелым последствиям относятся задержка развития ребенка, интеллектуальные нарушения, дефицит внимания, гиперактивность. Таким образом, отек головного мозга и дислокация, то есть смещение структур головного мозга, это достаточно опасное состояние, которое представляет реальную угрозу для жизни, поэтому требует срочного осмотра врача, выявления его причин и лечения. Дети, которые начинают получать лечение на ранних сроках развития патологического процесса, имеют намного больше шансов на полное выздоровление без последствий. Чтобы не допустить развития отека головного мозга и дислокационного синдрома, необходимо соблюдение следующих правил. Защищать голову в любых опасных ситуациях. При езде на велосипеде, при занятиях активными видами спорта. Всегда использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при поездках в автомобиле. Предотвращать инфекционные заболевания головного мозга. Вовремя лечить ребенка от различных заболеваний. Научить ребенка быть осторожным, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не допускать опасных для себя ситуаций – это задача, обязанность и ответственность взрослого человека. К сожалению, понимание и осознание глубины трагедии приходит к родителям только после того, когда уже ничего нельзя вернуть. Уважаемые взрослые, контролируйте поведение детей на водоемах, дорогах, дома, не оставляйте их без присмотра. Я, врач-педиатр с многолетним стажем, прошу вас быть предельно внимательным и ответственным за жизнь собственных и других детей. Берегите своих детей и за шалости их не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.